Добрый день. Мы в прямом эфире продолжаем следить и обсуждать ход выборов. У нас в гостях исполняющая обязанности заместителя председателя правительства республики Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, рада приветствовать вас в нашей студии. Давайте начнем нашу беседу с такого вопроса. Вы уже сами проголосовали? Да, я одна из первых проголосовала в городе Якутске, отдала свой голос. Да, действительно, сегодня жителям республики придется делать очень такой многогранный выбор, потому что количество бюллетеней очень большое. Поэтому я думаю, что каждый пришедший на голосование сделает обдуманный выбор. Ну и нужно сказать, что уже с утра на участке, на котором я голосовала, в центре города, уже есть очередь. Вы ведь родом из Нижнего Куранаха, поэтому вот хотелось бы задать следующий вопрос. Ваши родственники, близкие уже проголосовали в поселке? Ну да, безусловно. В поселке начали сегодня, как и во всех промышленных поселках республики, голосовать за час раньше, потому что люди поехали на производство. Поэтому соответствующее голосование уже началось, и достаточно активно сегодня идет уже голосование в целом по Алданскому району, ну и в Нижнем Куранахе в том числе. Ну, такой уж этот день выборов, который связан, имеет значение и в моей судьбе. Поэтому, конечно же, я не могла не поинтересоваться, а сходили ли родственники. Ну, для Якутии это многоуровневые выборы. Вот какое значение в целом эти выборы будут иметь для республики? Я уже несколько раз говорила о том, что мы впервые выбираем органы власти одновременно двух уровней. Да, то есть мы одновременно выбираем исполнительную власть, главу республики, и одновременно выбираем высший законодательный орган власти. И, соответственно, тогда, когда граждане делают свой выбор, мы делаем свой выбор. На нас возлагается двойная ответственность, потому что нам еще нужно понимать, что мы должны голосовать таким образом, чтобы сверить часы, для того, чтобы не было разбалансировки власти, потому что принцип сдержек и противовесов, который Конституцией определен, он должен все равно находиться в русле единых направлений деятельности. Ольга Валерьевна, ну вот лично вы чего ожидаете от этих выборов? Может быть, какие-то изменения? Ну, я думаю, что лично я от этих выборов могу ожидать прежде всего, соответственно, вот если говорить лично, да, впереди много большой и продуктивной работы. Это лично. Что же касается республики и граждан республики прежде всего, да, я думаю, что впереди прежде всего, конечно же, цель на новый прорыв и развитие. Да. Я думаю, что сегодня приходит к власти, должно прийти к власти новый поколенческий, это практически новая смена элит, да, новый поколенческий подход и, соответственно, и новые взгляды на жизнь. Вчера буквально прошла точка кипения в городе Якутске, и, в общем-то, можно было увидеть тот настрой, как там действительно все кипело для того, чтобы обсуждать вот именно технологии будущего. Поэтому, наверное, прорыва я жду прежде всего. Ольга Валерьевна, ну чего бы хотели пожелать нашим телезрителям, якутянам? Ведь сегодня для жителей столицы это и день города, и единый день голосования. Для жителей республики это день столицы. Да? Нет, наверное, ни одного жителя республики, который не любит и не знает наш Якутск. Иногда мы смотрим на Якутск ревностно из своих городов, поселков, наследов. Но мы его трепетно любим. Поэтому, конечно же, хочется всем пожелать якутянам продолжать любить свой город и гордиться своей столицей. Ольга Валерьевна, большое спасибо вам за участие. Поздравляем вас с праздником. Я напоминаю, что с нами была исполняющая обязанности заместителя председателя правительства республики Ольга Балабкина. Наш телеканал продолжает следить за ходом выборов.